заре 7 мая. И у нас новый заезд на Весновку. Уже 3-й по счету. Как мы видим, снега в лесу еще достаточно. Нас еще даже не проваливается и держит. В общем, зима зимой, но сегодня днем было солнце и плюсовая температура. Сегодня, о господи, о, дорожка, давай, так, кустики оттаяли. Можно неплохо получить по лицу. В общем, сегодня был первый рабочий день у меня. Сегодня было открытие навигации. На реке вода маленькая, место половодья вода упала. Очень много льда на берегу, на отмелях. Ледоход хоть и прошел, но с первым потеплением он пойдет по новой, потому что весь основной лед остался на берегах. Отработал смену нормально. Вода, ну не летняя, но далеко не весенняя, вам скажу. Видел очень много уток. На Печоре утка есть. Видел огромную стаю гусей, штук, наверное, больше 100 было. В общем, на Печоре дичи хватает. И утки, и гуси. Хотел заехать завтра, но я думаю, если есть на Печоре дичь, тем более прошло уже 3 дня, ну, 3-го вечером, 7-й вечер, даже 4 дня прошло. Я думаю, озеро уже подтаяло неплохо, где сидел Ромка. И должна быть вода. Ромка сегодня со мной не заезжает, потому что у Ромки отпуск закончился. И он работает сегодня, он работает завтра. В общем, если как получится, может быть, после 9 числа, то он тоже обязательно заедет. Там будет видно. Наша задача сегодня до темноты успеть приехать и сходить на вечерку. Она будет короткой, но я надеюсь, успею хотя бы полчасика, часик, может быть, посидеть. Ну все, встречаемся на болоте или на озере, я не знаю, между болотом и озером. Сегодня я заезжаю один, и мне кажется, вроде бы я не заметил, чтобы Володя заехал. Вчера созванивались, он вроде бы сегодня 7-го собирался заезжать, но следов не увидел. Если заехал, то хорошо, будет веселее. Если нет, буду в гордом одиночестве. Ладно, будет видно. Поехали. 3-й заезд. Надеюсь, он будет удачный. Погнали. 7 мая. Снега еще местами по самые помидоры, блин. Такую весну я давненько уже не припомню. Приехали. О! Братья, господи. Так, что у нас по времени? 20 часов 20 минут. Серега, я тебе говорил, 20 минут я уже буду на месте. Минута в минуту, даже на минуту раньше. Сейчас Сереге позвоню, скажу. Он не верил, что я приеду сюда. Думал, что я сегодня уже не успею на вечернюю зорьку. Буду только на утренней.
Сейчас мы это сделаем. Ладно, позвоню быстренько. Собираюсь, ничего даже растапливать не буду. И бегом в шалаш. В моем распоряжении где-то около часу. Нужно было, наверное, на буксе проехать. Что-то я без букса пошел. Ну ладно уже. Без так без. Иду в ближний шалаш. А в ближнем шалаше он... Так. Лодка моторная, что ли, едет. Тут еще у нас зима зимой, как мы видим. Все замерзшее. Но ручей журчит. Значит, вода с болота еще поступает. Так, ну ладно. Полчасика, я так думаю, все равно. За 4 дня день стал немного длиннее. Полчаса в шалаше все равно я проведу. Если мне повезет, то что-нибудь добудем. Ну а заодно с разведки посмотрим, что да как. Так. Подходим к озеру. Что мы видим? Что оно чуть-чуть только стало пошире, и все. Чуть-чуть. Уток нет. Все замерзшее. Так что зря спешили. Можно было не спешить. Не пойму, оно закрыто. Закрылось даже то, что было открыто. Озеро по новой затянуло, походу. Сейчас я не пойму, ближе подойду, увижу. В общем, озеро стало меньше, чем было даже. Короче, все по новой затянуло. Осталось вот открытое буквально метров 7-8 в длину и метров 5 в ширину. Остальное все затянуло по новой. Даже то, что было открыто. Но эта лужа есть. И теоретически в эту лужу может сесть утка. Так что полчасика в шалаше мы посидим. Болото полностью высохло. Воды нет. И ни одна утка не взлетела. Ладно. Мы полны сил и энергии. Мы отдохнувшие. И нас уже ничем не удивить. Так. Что у нас с плотом? А плот у нас, мост, вернее, стоит полностью еще основательно стоит. Вот так вот. Все, переходим по мосточку. Опачки. Да. Вот такая вот печальная история. Небольшая лужа. Пиздец. Фух. 20:51. Мы в шалаше. Употел, пока топал. Ну, как раз на полчасика хватит. Буду замерзать. Выйду обратно. Все, звоню Сереге. Как он говорил, так и будет. Так и стало, вернее. Здесь полностью все во льду. Не видно, наверное, нифига.
Сейчас включим фонарик. В общем, вон, все. Зима, все замерзло. Тут в палатке сухо. Все нормально. Как Ромка оставлял, так все и есть. Сидуха, спальник. Будет теплее, можно будет здесь ночевать. А пока здесь ночью делать нечего. Отсидим вечерку. Придем утром, посмотрим. Утром, наверное, все затянет. Посмотрим. Если будет большой минус, я даже утром приходить не буду. В общем, сидим до темноты и посмотрим. Что-то прилетит, не прилетит. В принципе, через 15 минут уже не будет видно, потому что эта лужа как раз на фоне леса. Ладно, подождем. Так, ну вот скоро на камере уже вообще ничего видно не будет. Время 21:20. Но здесь еще, если что-то сядет на озеро, пока видно. Минут 10-15 еще посижу. Если ничего, никого не будет, пойдем в избу. Это далеко-далеко. Там, на болоте, крякает кряква. И пролетал один чижок. Это все, что было за весь вечер. И сова меня напугала. Чуть на голову не села. Тихо подлетела и потом уже здесь крыльями замахала. Здоровенная сова. Все, это вся живность, которая была за это время. Все. Пока выключаемся, все равно ничего не видно. Если что-то будет, потом покажем. А так, до встречи в избушке. Ну вот. И избушечки. Все-таки день уже заметно длиннее стал. Вот. 10:10 прибыли в избу. Температура минус 3,5 градуса, в общем. Снаружи плюс 3 внутри. Так что 4 дня избу не топили. Все равно плюсовая температура. А на улице минус 3,5. Утром, наверное, будет еще больше. Ну, опять заехали. Ну, все еще морозы. Уток нет. Один, тем более. Ладно бы с Ромкой или Володя бы заехал. Володя прогноз смотрит. Минусовая температура не заезжает. Вот, холодает. Минус 3,6 уже. В общем, не отчаиваемся. Растапливаем печку. Все хорошо. Ничего страшного. Сегодня минус, завтра плюс. Какая нафиг разница? Все дела сделаны. Отработали. Теперь до субботы мы свободны. Среда, завтра четверг, пятница. 3 дня как минимум мы проведем здесь. А как оно будет? Хуже не будет. Я вам говорю, все равно. Что-нибудь мы обязательно добудем. Через 3 дня потепления. Так что все нормально будет. Кто-то мне уже звонит. О, Серега. Ладненько, друзья. Растапливаем печь. И будем ужинать. Так, печку растапливаем сначала сушнячком. Вот. Но не полную. Вот где-то вот половину печки сушнячок. И как только это все разгорится, будут угли, сразу сюда кидаю 2 половинки березы. Или если вот такие не крупные, то 2 кругляшка. И будет комфортная температура. Если топить постоянно сушняком, сначала будет жара, а как только все
потухнет, сгорит быстро. Через полчаса будет уже холод. Изба прогреется, березу кидаем. И можно здесь даже зимовать. Один человек тут года 3, наверное, жил зимой и летом круглогодично. Вот. Скоро будет тепло. Посмотрели прогноз погоды с Серегой, сейчас поговорили. Серега сказал, что сегодня еще мороз, завтра еще мороз, а потом снег с дождем. И только послезавтра, 9 числа, 9 мая, днем будет более-менее нормальная погода. Так что посмотрим по температуре, какая завтра с утра будет. Если будет очень холодно, в шалаш не пойдем. Пойдем, пройдемся, наверное, по ручью. Если где-то будет около 0 под утро, 12 часов, то пойдем в шалаш. В общем, ну, мне кажется, тепла не будет. Так что с утра никуда не дергаемся. Сейчас поужинаем и хорошенько выспимся. И завтра будем заниматься. С утра прогуляемся по ручью и потом уже будем заниматься хозяйскими делами. Взял сети, почистим, приготовим. Когда-нибудь весна все равно будет. Тепло неизбежно. Когда-нибудь оно обязательно придет. И мы дождемся. Всем доброго вечера. Все дела сделаны. Термоса заправил. Кушать сильно не хочу, но у нас сегодня на ужин вот такая вот домашняя вкусняшечка. Вот такая вот. Я думаю, 95%, кто сейчас смотрит мой канал, любят вот такую пищу. Вот смотрите. Знаете, что это такое? Это жареные в масле пельмени. Бульмени с маслом, жареные в масле. Вот такую вкусняшечку мне Валентина Васильевна приготовила. И, конечно же, начинаем с самого вкусного. Потом уже пойдет у нас в ход и картошка, и консервы, и все такое. Супец взял, литра 3, наверное. Если все будет хорошо, то дня 3 мы здесь будем, ну, шикарно жить, шикарно кушать. Ну и, конечно же, шикарно немножечко это дело тоже будем. Сегодня проснулся 5 утра, сейчас уже половина 12. Температура уже 5 градусов, минус 5,2. И я уже решил точно, что на утрянку я никуда не пойду. Так, камера не берет. Ну ладно, вот это вам наливаю полную. Вот это достояние республики. Вот, столько же себе. Буквально по одной, чисто символически. Потому что меня сегодня бессонница точно мучить не будет. Устал я сегодня, исколесил. Ну и как исколесил? Пол района. Ну, практически. Побывал в 4 населенных пунктах. Покатался по Печоре. Открыл навигацию. Льда еще очень и очень много. В общем, день прошел насыщенно. Если честно, когда я видел на Печоре столько уток, но сотнями они просто летают. Видел гусей. И сюда спешил в надежде на то, что здесь какое-то шевеление началось. Но ничего здесь не изменилось. Как было 4 дня назад, так все и осталось. И прежде чем мы начнем кушать, хочу передать привет. Это вот сделал скриншот с телеграма. На телеграм-канале у нас где-то 500 с чем-то подписчиков. Не стесняйтесь, заходите, подписывайтесь.
телеграм-канале буду показывать то, что не пропускает цензура на YouTube канале, на Дзен канале, на Телеграм канале. Эти вещи будут показаны. Так что, кто подписан на мой Телеграм канал, знаете, что эксклюзивчик или что-то такое, что не показывается на основных каналах, на YouTube и на Дзене, будет на Телеграм канале. И вот Андре, такой вот друг, товарищ мой, попросил, Пасха была, Христос воскресе, в Хантах тоже погода не ахти. Геннадий, передайте привет моему отцу Солину Вадиму из Шапши, из ХМАО. И пояснил, Ханты-Мансийский автономный округ. Ну, это я разобрался. Так что, Солин Вадим, огромный привет тебе. Также, ну и Андрей, это сын, тоже тебе огромный привет. Ну, коль уже скрин страницы пошел, тут наш друг, уже которого мы знаем, Толик Доскальев, посылает просто привет. И тут вот видно, что-то он отправил видюшку тоже. В Телеграме можно и видео отправлять. Вот. Ну и Владимиру Валентиновичу огромный привет и огромное спасибо. Дружище, ты каждый месяц, в начале месяца мне как бы начисляешь зарплату. Как? Ну, в общем, друзья, Владимир Валентинович каждый месяц мне отправляет денежку в начале месяца. Огромное тебе за это спасибо. Выпьем, Володя, за твое здоровье. Это твоя стопка, это моя. Будь здоров и долгих лет жизни тебе. И пусть твоя доброта все вернется тебе в 3 раза больше, в 10 раз больше. Будем. Так. И на сегодня это все. Не будем ни второе, ни третье. Потому что сегодня дел сделано много. Первый день работы летнего сезона. Устал, подустал. Немножко покушаю. Кружечку чая. Вон, подушка меня уже ждет. Печка, ночной режим уже переведена. Все готово. Завтра с утра начнем лесную жизнь. Если завтра уток не будет, а завтра, скорее всего, еще уток не будет, то переберем все сети. По возможности, если руки не будут мерзнуть. Потому что дома этим заниматься негде. В поселке, в смысле. В деревне-то там нормально, можно. Но в деревне пока мы не живем. И когда мы попадаем в деревню, там у нас ждут очень много дел по хозяйству. А здесь как бы пока еще вся эта суета деревенская не началась, как бы отдыхаем. Надо совмещать полезное с приятным. Так что будем отдыхать, а заодно переберем все сетки, потому что скоро сезон, а сети у меня еще не перебраны. Так что есть чем заняться. Ну а вечерком, надеюсь, озеро за день немножко растает. И чуть пораньше, уже часиков, наверное, 7:30, 8. Опять же будем смотреть. О, 6,2 уже. Ужас. Мороз крепчает. Это заканчивается 7 мая. Завтра 8. Это какая-то аномалия уже. Я не припомню такого, чтобы вот весь май, буквально даже не май, а где-то с 29
апреля, 28, наверное, даже. Вот такая холодина стоит. А ведь в апреле было тепло. Стояли жаркие дни до плюс 15. Вот то, что лед-то и пошел, то, что река тронулась. Я говорю, сколько раз? Ну дай ты, вот пусть апрель будет холодный, а май дружный, теплый. Вот тогда утка будет. И лед будет в апреле стоять. Хотя сейчас на озерах еще лед стоит. И при желании можно половить на удочку. Но мы сезон закрыли. И уже не будем к этому возвращаться. Потому что я точно знаю, что если навигация открыта. Если я сейчас, допустим, поставлю продольники. Вода маленькая, очень маленькая. Но место есть куда. Если я сейчас поставлю продольники, это 100% окунь, говорю, язь, налим, а то и сишки, если крючки поменьше поставлю, будет ловиться на продольники. Поставить сетки, но, правда, мест мало, еще все во льду. И где какие места появляются, они уже все забиты. Профиля, которые подготовлены, воды там нет еще, как бы рано. Но на продольнике 100% будет ловиться. Но это значит, надо, если поставить продольники, заниматься этим. Ну а по плану у нас все-таки отохотиться, собраться, выехать отсюда и потом уже переехать в деревню и поставить там продольники. Потому что продольники как минимум надо проверять 2 раза. Утром и вечером. Еще лучше 3. Это заготовкой рыбы мы займемся где-то ориентировочно, в конце мая. Хотя по этой погоде я не знаю, что получится. Просто столько времени, столько сил для подготовки потеряно. И просто так все это оставить, не хочу. Вот Володя не заезжает, он говорит, вчера мы с ним разговаривали по телефону, он говорит, возможно, я в этот год даже вообще не заеду. Заеду, говорит, вывезу то, что завез, и все. То есть у человека нет настроения, у него все упало, так сказать. Мы пока держимся. Посмотрим, что принесет нам наше упрямство. Надеюсь, не зря. Если, конечно, нет, все равно что-нибудь да должно получиться. Ладно, заболтались, друзья. Всем спасибо за внимание. Это, скорее всего, не будет отдельным роликом, но посмотрим, как там будет, что и как. Скорее всего, начало завтрашнего дня будет продолжением первой части, потому что минут 40-50 фильм должен быть. Все. До завтра. Будет день, будет пища. А так, нас никто вот утром... Я уже решил, что утром мы туда не пойдем. Как говорил Константин Алов, мы сами себе хозяева. Не надо себя утруждать. Если утки нет, нахрен соплем морозить. Значит, будем спать до талого. Пока не выспимся. Выспимся, встанем, скажем всем доброе утро и будем заниматься делами. Все. До завтра. Всем доброго утра. Не знаю, как получится, не получится, но на 50% оно точно доброе. Пошел гулять по ручью. Поднимались гуси, утки, но издалека. Потом вот подошел здесь на затопленное место. Поднялось 3 гусей. Деревья помешали, как бы. И не успел сделать выстрел. Продолжаю дальше аккуратно подходить. И взлетает еще один. В общем, бац. И он падает. Но, во-первых, здесь пройти никак. Во-вторых, он еще не готовый. Он подранок. Вот где-то он здесь вот. Ждем. Если куда-то сплавится, чуть пониже, я его доберу. Вот, слышите, да?
крыльями машет. Вот волны пошли. Если просто сейчас подойти, я его могу спугнуть, и он куда-то может заныкаться. А так, если хорошо попало, он или сам дойдет, или куда-то выйдет на открытое место, я его доберу. Но уронил я его красиво. Так что в лесу очень тяжело стрелять в лед. Но у меня это получилось. Так что, если все нормально получится, то ружью ЧЗ первая добытая дичь будет гусь. По крайней мере. Первый выстрел точно был по гусю, который упал. Попробуем добрать. Ждем, как он себя поведет, пока он там вот метров 40 от меня, 50, хлопает крыльями изредка. Но если он даже там дойдет, будет очень проблематично его здесь достать. Бобры сделали плотину, и здесь, как видим, весь лес затопило. И даже в броднях не могу пройти. В таких вот сапогах. Но ради гуся, я не знаю. Я хоть наберу, но все равно пойду по пояс в воде. И все равно заберу его. Если все нормально получится, я его доберу. Это будет 4-й гусь в моей жизни. В наших краях гусь — это редкость. Так, гусь перестал хлопать крыльями. Подождал еще минут 15-20, тишина. Пошел искать. Не могу найти. Ну как вот найдешь? Вот я был там, когда здесь все затоплено. Вот причина этого потопа. Вот эта бобровая плотина. Бобры ее начали строить в 2008 году. И каждую весну я ее периодически ломал. Поломаю, прихожу, они делают еще получше. Сломаю половину где-то, вода пойдет, уровень падает, они сделают еще получше. Когда только здесь было русло, этого еще здесь ничего не было. Здесь было все сухо, здесь я ходил. И вот что таки им получилось сделать запруду. И теперь тут просто потоп. Ломай, не ломай. Но я, конечно же, немножко попробую спустить уровень. Немножко здесь я поломаю, сколько по возможности. Хотя ломать бобровую плотину — это то еще занятие. Я говорю, вот они делают как качественные строители. Не знаю, как это у них получается. Но вот это вот монолит, это просто вот куча веток, куча ила. И ломай, не ломай. Но там только немножко вот вода идет. Это бесполезно. А гусь мой где-то здесь. Если он не дошел, то, наверное, по реке поплыл вперед или куда-то загасился в кусты. Но я его не вижу. И он перестал шевелиться. Сейчас попробую спустить немного уровень воды. Потому что дальше мне не пройти. Если это у меня получится, попробую поискать дальше. Ну, надо чем-то заняться. А, вот он, гусь. Вот он, вот он. Друзья, вот он. Я его нашел, вот он. Мы с вами говорим, а он вот. Вот он. Так, что, добираем? Все, добрали. Нет, не добрали. Да ладно. Ну-ка, подойди ко мне поближе. Стрелял по голове, видать, промазал. Если он подойдет сюда, это хорошо.
Не, походу все-таки попали. Капец. Я тут с вами разговариваю. Говорю, потерял гуся. А он вот здесь, оказывается, был. Уже замаскировался. Он хлопал крыльями вот там вот, в запруде вот этой. Пока я подходил, он уже сплавился в кусты. Все, вроде все, дошел. Ну так что, попробуем. Прямо по этой бобровой плотине. Нет, еще шевелится. Настрелял по голове, чтобы не попортить. О, хвостиком задергал. Все, нет, наверное, дошел. От головы взял немножко левее даже, чтобы не разбить. Попал, скорее всего, по клюву, и пару дробин, наверное, попало в голову. Капец. Я тут болтаю, рассказываю. Может, сейчас я, конечно, перемотаю назад и посмотрю. Пока я показывал эту бобровую плотину, он просто смотрел на меня, как я тут чешу языком. Ну, надо чем-то заняться. А вот он, гусь. Вот он, вот он. Друзья, вот он. Я его нашел, вот он. Мы с вами говорим, а он вот. Вот он. Так, что, добираем? Все, добрали. Все, да, все, вроде дошел. Теперь попробуем прямо по этой бобровой плотине аккуратно пройти. Возьму палочку. Ну, тогда ломать плотину я не буду. Коль так. Как оказалось, плотина мне пригодилась. Но это будет тогда, когда я буду обратно на этой стороне с гусем, без происшествий. Так. Ружье, наверное, оставим, чтобы его не утопить. Вроде все, гусь дошел. Все, ружье оставляем, идем забирать наш трофей, нашу добычу. Так. Ходить по бобровой плотине, то еще занятие. Вот, смотрите, сколько труда. Самый трудолюбивый, говорят, муравей. Нет, наверное, боб все-таки еще трудолюбивее. Вон. Сколько бы я ни ломал. Тут ведь глубина не маленькая. Тут глубина, я не знаю, сколько метров этого ручья, бездонный ручей. И вот, получается, сделал запруду. И как вот это здесь вот рыбе идти на нерест? Ну никак получается. Вот я думаю, по этой причине и пропала и щука на озере, и рыбы стало меньше. Вот. Вот так вот. Как у него получается вот это связывать все. Ну, я говорю, ломать это бесполезно. Он сегодня же придет и сделает еще лучше. Потому что я несколько раз ломал эту плотину. И у меня ничегошеньки с этого не получилось. Он каждый раз делал все лучше и лучше. И пусть будет, бог с ним. Значит, так надо. Значит, так природой было задумано. Бобров у нас раньше не было. С недавних пор они появились и заполонили все. Так, теперь... Так, плотина у нас кончилась. И до гуся осталось, в принципе, недалеко. Вот я его уже вижу. Я уже его вижу.
Так. Так. Вот и наш гусик. Ой. Вот теперь можно сказать то, что я его добыл. Не понимая о гусях, он, да, попал по голове, стрелял. Перебито крыло. Оранжевые лапки. Ну, гусятники. Что за гусь? Серый гуменник или какой там. Какой бы он ни был. Но это друзья, 4-й гусь в моей жизни. Вот такой вот красавец. Вот такая вот красота, друзья. Не знаю, руки не хватает, чтобы на весь рост. Сейчас вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот такая вот у нас сегодня добыча. Все-таки без труда не вынуть рыбку из пруда. И без труда не добыть дичь в таких условиях. Это трудовой гусь. Все, можно идти обратно в избушку. Вот Янскадан. Вот они. Блин, куда-то в сторону ушли. Или сели. Или сели, или в сторону ушли. Двоих точно видел. Как. Че, попробуем еще. Ну, если еще второго гуся сегодня получится добыть, это вообще будет чудо. А на этот раз промазал. Был не готов. Залетели двое. Почему двое? О, утки. 4. От выстрела 4 черка. Взлетели один налево, другой направо. Я вот в этом промежутке бабам. А он уже за деревом был. Промах. А близко было. 8 мая. Даже моему железному терпению пришел конец. Не вижу смысла дальше здесь торчать. В общем, наступила, друзья, зима. Повалил снег. Вот это за последние полчаса. И по прогнозу он будет валить еще до завтрашнего дня. Плюс минусовая температура, плюс все такое. Утки не будет, это точно. А торчать здесь в избушке не вижу смысла. Все, друзья, выезжаем опять домой. И приедем сюда только тогда, теперь уже, когда потеплеет. Не знаю, когда оно потеплеет, но в этом году, скорее всего, по прогнозу 15 мая потепление. Значит, заедем 15 мая. Это аномалия какая-то, но у природы нет плохой погоды. Ну и торчать здесь тоже нету смысла. Все, друзья, выезжаем домой. Печально, конечно, все это. Но кайфа никакого от этого тоже нету. Все. Как будет погода, так будет охота. Пока будем заниматься домашними делами.
Просто, блин, съездили на охоту. Вон, за один день выпало 8 мая. Сантиметров 10, не меньше, выпало снега. Вот такая вот у нас весна в Коми. Ужас.